Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан участвовал в первой встрече министров энергетики Центральной Азии в Астане. В Туркменистане стартовало строительство 2 современных сухогрузов. Археологи обнаружили уникальное сооружение в Куня-Ургенче и другие новости. В Астане прошла первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии. Туркменистан на встрече представлял посол Батыр Реджепов. Мероприятие прошло под председательством министра энергетики Казахстана. По итогам встречи главы энергетических ведомств Центральной Азии подписали коммюнике, которое заложит фундамент для дальнейшего успешного сотрудничества по всем ключевым направлениям между странами. На территории международного морского порта Туркменбаши начато строительство 2 новых сухогрузов. Проект реализуется открытым акционерным обществом «Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» в сотрудничестве с южнокорейской компанией «Корьо». Каждое судно будет иметь грузоподъемность 6100 тонн, длину 123 метра, ширину 16,5 метров и высоту борта 8,3 метра. 19 августа заканчивается прием документов от абитуриентов в средние профессиональные учебные заведения Туркменистана. Для поступающих доступен широкий выбор учебных заведений по всей стране, предлагающих разнообразные специальности. Среди них финансово-экономические школы, учебные заведения в сферах торговли, авиации, нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, туризма, банковского дела, строительства железнодорожного и морского транспорта, энергетики и других отраслей. Абитуриенты могут ознакомиться с планом приема на новый учебный год и списком необходимых документов на сайте Туркменпортал в разделе «Справочник». В ходе раскопок на территории государственного историко-культурного заповедника Куня-Ургенч в Туркменистане археологи сделали сенсационное открытие. На месте предполагаемого караван-сарая было обнаружено звездообразное многоугольное сооружение диаметром около 12 метров, которое, по мнению специалистов, является уникальным для данного региона. Изначально объект считался остатками средневекового караван-сарая, однако последние находки опровергают эту гипотезу. Новые данные указывают на то, что исследуемый объект, вероятно, являлся главной мечетью или важным административным зданием столицы государства Хорезм-Шахов. Работы на объекте продолжаются. Ученые планируют провести дальнейшие исследования для уточнения назначения и датировки уникального сооружения. Государственная служба пожарной безопасности МВД Туркменистана выступила с предупреждением о повышенном риске возникновения пожаров на пастбищах в жаркую погоду. В связи с этим ведомство напомнило гражданам и организациям о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении на открытых территориях. С 10 августа между Таджикистаном и Ираном вводится безвизовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов. Граждане 2 стран имеют право в течение 90 дней с момента первого въезда посещать территорию сторон без визы сроком на 30 дней. На первом этапе данная безвизовая система будет осуществляться только для пассажиров авиарейсов Душанбе-Тегеран и Тегеран-Душанбе. Недавно компания из Гуанчжоу опубликовала вакансию на должность административного работника, которая вызвала бурное обсуждение в интернет-пространстве. Помимо стандартных критериев, таких как опыт работы и владение офисными программами, в объявлении содержалось неожиданное условие. Кандидаты, рожденные в год собаки по китайскому календарю, не должны были подавать заявки. Это требование спровоцировало волну критики в социальных сетях Китая, где многие пользователи обвинили работодателя в дискриминации. Полузащитник сборной Туркменистана и гонконгского Кичи Руслан Мингазов сыграл в товарищеском матче против Атлетико Мадрид. Игра состоялась 7 августа на национальном стадионе Гонконга и завершилась со счетом 6-1 в пользу испанского гранда. Мингазов вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут, получив оценку 6,7 от SofaScore, что стало 4-м лучшим результатом в команде. 33-летний полузащитник выполнил в этой игре 15 передач с точностью 100%. Выиграл 3 наземные дуэли, заработал 2 фола и 1 раз пробил в створ ворот. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.